обучения по единой системе электронного документа оборота. После самой непосредственно обучения краткого вы можете задать вопросы, которые у вас будут возникать. И в конце моего обучения нужно будет непосредственно расписаться в ведомости о том, что прошли краткое обучение. Во-первых, чтобы войти в единую систему электронного документа оборота, в нее вы заходите непосредственно через любой браузер. Лучше работать через браузеры Chrome либо Firefox. Это те браузеры, в которых непосредственно стабильно работает сама единая система электронного документа оборота. Чтобы зайти на сайт единой системы электронного документа оборота, вы непосредственно должны зайти на сам сайт eset.sakha.gov.ru. Перейдя по этому сайту, непосредственно откроется окно ввода логина и пароля каждого сотрудника, которому создана учетная запись. У каждого сотрудника, в зависимости от того, в какой организации находится, есть свой индекс организации, и это указывается тоже в имени пользователя. То есть при входе в систему каждый вбивает индекс своей организации и инициалы первой буквы фамилии, имя, отчества на английском, на русском точнее, и пароль тот, который был задан для каждой организации, у каждой организации свой пароль. После того, как вы непосредственно войдете в единую систему электронного документа оборота, откроется главная страница самой единой системы, где здесь непосредственно будут отображаться все ваши документы, которые поступают к вам в ваш кабинет. Те документы, которые поступают к вам на исполнение, они будут поступать в папку «Документы на исполнение». То есть в папке «Документы на исполнение» здесь будут находиться все ваши документы, исполнителем которых вы являетесь. Рассмотрим папки, которые есть в документах на исполнение. Папка «Все». Здесь отображаются все документы, которые поступили непосредственно в ваш кабинет, и они здесь будут в этой папке находиться. Папка «Новые», сюда попадают те документы, которые поступили непосредственно к вам в данный момент, и они отображаются как новые. Папка «Не рассмотрена», здесь отображаются те документы, которые вы еще не отработали, не рассмотрели и не приняли в работу тот или иной документ. Папки «Срок истекает и просрочено», здесь непосредственно отображаются те документы, срок которых истекает в течение от 3 до 1 дня, а в папку «Просрочено» туда попадают те документы, срок исполнения которых вы просрочили, и не исполнили вовремя. Также в самой единой системе электронного документа оборота есть такие папки, как «На визирование», «На подпись», «Контролируемое поручение» и «Мои проекты документов». На визирование – это папка, куда поступают те документы, которые были направлены вам на согласование, то есть вам направили какой-либо документ на согласование, вы его согласовываете, ставя свою визу, и это документы из папки из вашего кабинета уходят. Папка «На подпись», сюда поступают документы на подпись, но это в основном у руководства, как это есть. И далее, папка «Контролируемое поручение». Сюда поступают те документы, где вы непосредственно являетесь контролером того или иного поручения. Если вам пришел какой-либо документ, и вы отписали другому сотруднику на отработку этого документа, поставили на контроль, то он непосредственно будет попадать в эту папку, и вы здесь будете его видеть. Мои проекты документов – это непосредственно папка, где папка кабинета, где вы непосредственно создаете свои проекты документов и направляете их направляете на визирование, на подпись, и после того, как их подпишут или завизируют, они в этой папке у вас будут отображаться, так как вы являетесь исполнителем этого документа. Сейчас, минуточку. К примеру, я открыл непосредственно другой кабинет, чтобы показать
документы, которые находятся в самом кабинете. Вот если смотреть папку «Документы на исполнение», здесь видно. Здесь отображается количество документов, которые поступили именно непосредственно в этот кабинет. То есть всего здесь 2704 документа, из них новых 2, которые еще не просмотрели и не отработали. 267 их не рассмотрели, еще и никому не отписали. 15 документов, у которых срок истекает, и 26 документов, которые были просрочены и непосредственно, которые вовремя не отчитались. Также здесь есть документы, которые были отправлены на визирование, и те документы, которые находятся на контроле непосредственно у сотрудника вот этого вот кабинета. Чтобы просмотреть документы, которые находятся в папке «Документы на исполнение», если вы хотите просмотреть документы, которые вам поступили, вы просто нажимаете непосредственно на эту папку, и у вас открывается сам кабинет, где здесь изображены документы, которые поступили непосредственно к вам в кабинет. Здесь указаны основные реквизиты кабинета, где мы видим, что здесь указан вид регистрационной карточки, то есть входящий это или исходящий номер регистрационной карточки, под которым он был зарегистрирован в самой системе, дата, когда это было сделано, краткое содержание этого документа и корреспондент, от кого этот документ непосредственно поступил в эту организацию. Также, если документ был отписан, то здесь тоже непосредственно можно увидеть, кто этот документ отписал, и, в принципе, здесь в самом кабинете это будет видно. Если вы хотите просмотреть сам документ, который поступил к вам в кабинет, это можно сделать, нажав непосредственно на его регистрационный номер, то есть на номер РК, номер регистрационной карточки. При нажатии на номер регистрационной карточки откроется само окно регистрационной карточки, где справа прикреплен непосредственно сам документ, который был добавлен в эту регистрационную карточку. Если в этой карточке несколько документов, то их можно просмотреть в переключателе, выбрать другой документ и переключиться между документами и увидеть те документы, которые были прикреплены к этой карточке. Слева здесь отображено непосредственно краткие сведения о этом документе. То есть, кто является корреспондентом этого документа, откуда он пришел, кому был адресован этот документ, и непосредственно содержание его и краткое примечание. Также здесь указана резолюция, которая была введена по этому документу. Также сведения все можно просмотреть в основных сведениях. Здесь тоже указан регистрационный номер, кто является корреспондентом, их исходящий номер и дата, от которого числа они отправили этот документ и кто его подписал. Также краткое содержание, кому был адресован этот документ и примечание, кто является исполнителем этого документа. Также можно просмотреть, кому был отписан этот документ, непосредственно кроме вашей организации. Также перейдя во вкладку «Поручения», здесь можно увидеть все ветки этого документа, кому непосредственно был отписан этот документ той или иной организации и кто начал работать вот с этим документом. Здесь во вкладке «Поручения» это все будет видно. Далее. Есть еще непосредственно вкладка «Связки». Во вкладке «Связки» здесь вы можете связать этот непосредственно входящий документ с каким-либо другим документом, который вы хотите, который вы хотите привязать. То есть, к примеру, если к вам пришел в вашу организацию какой-то входящий документ, и вы хотите на него подготовить ответ,
вы готовите исходящий документ и как связку прикрепляете ответ вот к этому входящему документу. Как непосредственно прикрепить саму связку к этому входящему документу? В самой регистрационной карточке при переходе в категорию связки будет доступна кнопка «Редактировать». При нажатии на кнопку «Редактировать» откроются кнопки доступные, по которым вы можете непосредственно связать сам документ. Если вы знаете свой регистрационный номер вашего документа, по которому ответ, который вы подготовили, номер этого документа, вы можете его связать по номеру и связать его непосредственно с этим документом. То есть вы нажимаете на кнопку «Найти по номеру и связать», где открывается окно связки, создания связки. И здесь вы можете указать номер документа и после этого найти этот документ, к примеру, да, нашли документ какой-нибудь, который вы хотите связать, выбираете этот документ и нажимаете на кнопку «Связать». После связки этого документа, этот документ, который вы связали, будет доступен во входящем документе, и наоборот, с исходящего документа вы по связкам можете перейти на входящий, по которому вы готовили ответ. А это все будет доступно в связках, и непосредственно здесь все будет видно. После того, как вы добавили непосредственно саму связку, вы нажимаете на кнопку «Сохранить изменения», и сама связка, прикрепленная к этому документу, она здесь сохранится и будет здесь отображаться. Далее. Если к вам поступил непосредственно какой-либо документ на исполнение, вам нужно по нему готовить отчет. То есть, чтобы ввести отчет по этому документу, вы должны нажать на кнопку «Ввести отчет». При нажатии на кнопку «Ввести отчет» у вас откроется окно ввода отчета, где здесь вы вводите текст отчета, свой текст отчета, то, что вы проделали с этим документом. Желательно это делать в развернутом виде, а не писать краткий отчет. Если вам отправили документ на ознакомление, то вы можете ввести отчет «Ознакомлен» и записать непосредственно вот этот вот отчет. Также вы выбираете непосредственно состояние исполнения, выполнен, не выполнен, либо пустое окошечко, что еще находится в доработке. И если у вас есть какой-то файл, который вы подготовили и хотите прикрепить к этому документу, вы можете его при нажатии на кнопку «Добавить файл» добавить из вашего рабочего стола тот документ, который вы хотите прикрепить к этой карточке. И после нажатия на кнопку «Записать» у вас появится отчет по этому документу, где вот здесь он и будет отображаться над вашей фамилией. И при нажатии на эту кнопку здесь будет виден сам непосредственно отчет. И если вы прикрепляли какой-либо файл к этому документу, то здесь будет еще отображаться скрепочка и будет означать о том, что вы подготовили свой отчет и прикрепили непосредственно к нему какой-либо документ, и это все здесь будет отображаться. Далее, если к вам поступил какой-либо документ, и вы хотите отписать его тому или иному сотруднику, это делается нажатием кнопки «Ввести резолюцию». При нажатии на кнопку «Ввести резолюцию» непосредственно тоже откроется окно ввода резолюции, где здесь назначаются исполнители из справочника подразделений. То есть у каждой организации есть свой список сотрудников, он находится впереди, там непосредственно ваш список, зайдя в который вы можете найти тех сотрудников, которые работают в этой единой системе. Если же какого-то сотрудника нет, но вы знаете, что он в этой системе работает, вы можете нажать на справочник и непосредственно здесь по фамилии, имени, отчеству найти этого сотрудника и добавить его как исполнителя.
Если вам нужно кого-либо ознакомить с этим документом, то вы добавляете его как для ознакомления этого сотрудника и после этого направляете этот документ. Далее, если вы создаете непосредственно саму резолюцию, то вы можете ее поставить на контроль. Постановка на контроль производится путем нажатия на кнопку «Поставить на контроль», где указывается срок, до которого должен будет быть выполнен этот документ, внесен отчет по этому документу, и кто будет являться непосредственно контролером. Если это будете являться вы, то вы нажимаете «Контролировать лично». Если это будет заниматься кто-то другой, вы выбираете также из справочника подразделение. Если вы хотите, чтобы этот документ, который находится у вас на контроле, отображался в папке «Контролируемое поручение», то вам не нужно снимать непосредственно вот эту вот галочку, поместить в папку на контроле автора. Если вы не хотите, чтобы он там отображался, то просто вы эту галочку снимаете, и этот документ в эту папку к вам не попадает. Если вы не хотите, чтобы этот документ был контрольным, вы просто не нажимаете кнопку «Поставить на контроль», а просто наполняете на исполнение этот документ, нажав кнопку «Направить на исполнение». Далее, если к вам поступил какой-либо документ, и вы отчитались по нему, но этот документ из папки вашего кабинета не уходит. Документ из папки вашего кабинета уйдет только в том случае, если непосредственно сам автор резолюции, кто вам отписал этот документ, не примет ваш отчет, либо этот документ находился на контроле у того или иного сотрудника, который вам отписал этот документ, и пока он не снимет его с контроля, он и будет у вас висеть в папке вашего кабинета. Как происходит в этой системе снятие документов с контроля? Если вы видите, что непосредственно сам исполнитель отчитался по этому документу и вас устраивает его отчет, вы просто можете нажать на кнопку «Контроль исполнения», где, проставив фактическую дату снятия с контроля и при нажатии на кнопку «Снять с контроля», этот документ снимется с контроля, и у самого исполнителя из папки кабинета он исчезнет. Также он сможет этот документ потом найти по поиску и непосредственно просмотреть тот отчет, который он готовил по этому документу, и скачать непосредственно сам отчет, если у него не сохранился, либо файл, который он непосредственно прикреплял. Далее. Если к вам непосредственно, еще раз забыл сказать насчет этого, в папку «Документы на исполнение» непосредственно вам поступают документы, как входящие, так и исходящие. Входящие документы – поступают те документы, которые к вам направляет той или иной организации, но в основном это документы от администрации главы, но будут ли они вам направлять, я точно не знаю. И либо входящие документы могут быть те документы, которые были непосредственно зарегистрированы у вас в организации, от каких-то других организаций, которые вам прислали по почте или в бумажном виде. В этой системе они тоже регистрируются. И исходящие документы. Исходящие документы к вам могут поступать от тех или иных министерств или органов государственной власти, которые вам были у них зарегистрированы и направлены вам на исполнение. И те документы, которые вы непосредственно сами отправляли той или иной организации. Если к вам поступил какой-либо документ от той или иной организации, повторно в этой системе его перерегистрировать не нужно, вы отрабатываете тот документ, который вам поступил. Если он поступил как исходящий, вы отрабатываете как исходящий. Если как входящий, то отрабатываете как входящий. Перерегистрации в этой системе нет, поэтому вы отрабатываете документы в том виде, можно сказать, в котором они к вам поступили. Далее, если к вам поступили непосредственно документы на визирование, то вы непосредственно можете эти документы завизировать, то есть согласовать. Чтобы согласовать эти документы, вы можете завизировать этот документ. То есть при нажатии на кнопку «Визировать»
откроется окно непосредственно визирования этого документа, где здесь указывается примечание к визе, выбирается сама виза, согласен, не согласен, согласен с замечаниями, вопрос не в моей компетенции, то есть вам отправили на визирование ошибочно, и вы этот документ завизировать не можете, либо отредактировано. И если есть какой-то файл замечаний в вордовском виде или какое-то там письмо, которое вы хотите прикрепить по замечаниям к этому документу, вы можете его непосредственно сюда тоже добавить. Если вам нужно оставить в папке вашего кабинета, вы можете поставить галочку, и этот документ в папке на визирование он останется. Если к вам поступил непосредственно документ на визирование, но вы не можете его завизировать, так как у вас нет на это прав, то вы можете непосредственно добавить визирующего, отписав тому или иному специалисту, у кого есть права на визирование этого документа, а после его визы непосредственно уже самим завизировать этот документ. Добавление визирующих также происходит путем выбора из справочника, выбираете того сотрудника, кому хотите отправить на визирование, указываете срок визирования этого документа, в течение скольки, ну скажем, 1 часа, 1 календарного дня или 1 рабочего дня должен быть завизирован вот этот документ. И после этого направляете на визирование. После того, как вы направили его на визирование, этот документ поступает визирующему в папку на визирование, и непосредственно он его отрабатывает. Если вы отправили документ кому-то на визирование, вот на примере здесь можно увидеть, что непосредственно сам сотрудник, кому был отписан документ на визирование, он его завизировал, поставил свою визу «Согласен». Это означает о том, что он этот документ уже завизировал, и у Татаринова Александра из папки на визирование он исчез. К примеру, если смотреть Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности, им было отписано визирование, но они еще его не согласовали, но они его прочли, просмотрели и непосредственно отписали своему руководителю, который непосредственно будет его отрабатывать, так как у секретарей нет доступа на визирование самих вот документов. Также и те документы, которые поступают в папку на подпись, также будет доступна кнопка «Подписать», где вы, если есть какие-то замечания по этому документу, указываете и выбираете визу «Утверждаю», «Не утверждаю». Далее. Сейчас я хочу рассказать, как происходит непосредственно сама регистрация документов в единой системе электронного документа оборота. Регистрация в единой системе электронного документа оборота происходит 2 путями. То есть, это регистрация документов, это получается регистрация тех документов, которые были подписаны у руководителя вручную, то есть рукой, и были непосредственно вы хотите зарегистрировать и отправить в ту или иную организацию. Либо, если вы хотите документ отправить через единую систему электронного документа оборота путем согласования и подписи, это делается путем регистрации проектов документов. Во-первых, рассмотрим, как регистрируются проекты документов. При регистрации проектов документов, когда вы регистрируете проекты документов, у вас открывается окно групп документов, которые вы можете выбрать. У каждой организации непосредственно свои группы документов, которые вы можете выбрать и непосредственно зарегистрировать. К примеру, рассмотрим, открою любую группу документов. Сейчас, минуточку. Откроем непосредственно любую группу документов, чтобы вам показать, как это происходит. При открытии непосредственно, при выборе группы документов открывается окно регистрации проекта документов, где здесь вы непосредственно добавляете сам файл документа, который вы хотите направить на согласование или на подпись. Это происходит путем нажатия на кнопку «Добавить файл», и непосредственно из самого рабочего стола вы можете прикрепить тот или иной документ, который будет у вас здесь прикрепиться и здесь будет отображаться. Далее
вы непосредственно указываете краткое содержание этого документа, о чем этот документ, чтобы непосредственно сам визирующий или подписывающий видел, о чем этот документ непосредственно, и чтобы ему легче было понять, о чем этот документ. Далее, если вы хотите отписать, отправить на визирование либо на подпись кому-либо документ, вы переходите во вкладку «Визы и подписи». Перейдя во вкладку «Визы и подписи», у вас будут доступны кнопки «Добавить визирующего» и «Добавить подписывающего». При нажатии на кнопку «Добавить визирующего» откроется окно добавления визирующего, где вы указываете визирующих, которые будут непосредственно согласовывать этот документ. Их можно указывать сразу несколько сотрудников и выбирать, как вы им будете направлять. Либо по очереди, либо всем сразу. Если вы направляете по очереди, то непосредственно первому он попадет тому, кто у вас был указан в списке первым. Например, если первый указан Алексей Засимович, то этот документ при направлении по очереди попадет сначала к нему. После того, как Алексей Засимович завизирует, то непосредственно он уже попадет к Кириллу Евгеньевичу. Если вдруг вы неправильно указали визирующих местами, вы можете их поменять, либо того, кого не нужно, просто удалить. Непосредственно при добавлении визирующих обязательно и при добавлении подписывающих обязательно указывается срок подписания этого документа, и после нажатия на кнопку «Добавить на визирование», непосредственно здесь он добавляется и указывается срок визирования этого документа. После нажатия на кнопку «Регистрировать» этот документ, который вы создали, уйдет на визирование непосредственно тому сотруднику, кого вы здесь указали. Также после того, как вы направили непосредственно документ на визирование, этот документ завизировали, после этого вы можете направлять этот документ на подпись. После того, как вы хотите его направить на подпись, также вы заходите во вкладку «Визы и подписи», где у вас будет непосредственно доступна кнопка «Редактировать», и при нажатии на эту кнопку у вас будет открываться окно добавления визирующих и подписывающих, где здесь непосредственно вы также выбираете подписывающего и направляете ему на подпись. Почему не рекомендуется подписывающего добавлять сразу с визирующим? Потому что если на визирование и на подпись, они направляются, как разные, грубо говоря, по-разному. То есть, если вы направили на визирование одному сотруднику и вашему руководителю на подпись, то непосредственно этот документ одновременно поступит и на визирование, и на подпись тем сотрудникам, кому вы отписали. Отправили на визирование. Поэтому рекомендуется сначала направлять этот документ на визирование, то есть чтобы его согласовали непосредственно те лица, которые должны это сделать, а после этого, после согласования всех лиц, вы направляете непосредственно на подпись. Также, если вы непосредственно добавили сотрудника на визирование и случайно добавили не того, вы его просто можете отсюда удалить, и эта виза непосредственно удалится из вкладки «Визы и подписи». Далее, если вы отправили документ на визирование и по вашему документу были приведены какие-либо замечания, то непосредственно этот документ вы отредактировать не сможете, так как стоит запрет на редактирование документов после того, как этот документ был направлен на визирование. А если вам нужно отредактировать документ, непосредственно в самом проекте документа создается новая версия этого проекта путем нажатия на кнопку «Новая версия». Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Вот непосредственно вы зарегистрировали какой-либо документ, и вы направили на визу тому или иному сотруднику, он у вас согласовал его замечаниями, и вы хотите этот документ изменить.
вам будет доступна непосредственно кнопка «Новая версия». При нажатии на эту кнопку вас спросят, что с первой версии, с текущей версии, которая сейчас у вас есть, у вас будет закончена работа, и вы хотите новую версию создать. Вы непосредственно создаете новую версию, у вас создается новая версия проекта, вторая, и в новой версии проекта вы непосредственно можете изменить ваш файл и добавив туда новый файл с теми замечаниями, которые у вас здесь были указаны. Заменить файл вы непосредственно можете таким образом. Если у вас здесь был добавлен какой-либо документ, вы его можете заменить через управление файлами. То есть вы выбираете тот документ, который хотите заменить, и через вкладку «Еще» нажимаете на кнопку «Заменить» и заменяете тем файлом исправленным, который вы исправили с теми замечаниями, которые у вас были указаны. И непосредственно этот файл поменяется, и после записи здесь уже будет отображаться новый файл, который вы переделали. Также, если вы направляли на визирование нескольким должностным лицам, и в первой версии кто-то согласовал, а кто-то нет, то первая версия, она непосредственно никуда не пропадает, и эту версию непосредственно можно будет найти, переключаясь между версиями, первая, либо вторая версия этого документа, смотря какой, где и кто визировал. Каждый сотрудник, кому вы дали направление на визирование, он может это увидеть, посмотреть, как производилась непосредственно сама работа вот с этим документом. Также, если вы непосредственно создали проект документа ошибочно, то вы непосредственно его можете удалить, нажав на кнопку «Удалить РКПД», и непосредственно удалить вот этот проект, который вы создали ошибочно, и он из папки «Мои проекты документов» он исчезнет. Если вы создали сам уже исходящий документ, то прав на удаление у вас ни у кого нет. Если вам нужно этот документ удалить, то это можно звонить нам, и мы этот документ будем удалять по заявке, и непосредственно, чтобы потом этот документ у вас в системе не висел как ошибочный. Далее, как происходит регистрация непосредственно самих документов? Регистрация документов происходит путем нажатия на кнопку «Регистрировать документ». При регистрации документов у вас откроется непосредственно также группа документов, где здесь вы выбираете группу документов, которые хотите зарегистрировать. Это либо входящие, либо исходящие. Рассмотрим на примере регистрации входящих документов. При нажатии на ту или иную группу документов откроется окно регистрации входящих документов, где здесь непосредственно прикрепляется сам файл, который вам был направлен от той или иной организации. Добавляется сам корреспондент, от кого непосредственно был направлен этот документ. Эту организацию можно найти из справочника подразделений. Если ее здесь нет, то эту организацию можно добавить путем нажатия на кнопку «Добавить организацию», где здесь указывается краткое название этой организации и желательно ее адрес электронной почты. При добавлении организации вы нажимаете на кнопку «Записать», и непосредственно эта организация уже будет добавлена в справочнике подразделений. После выбора этой организации здесь она будет уже отображаться. Далее, в поле «Кому» вы указываете непосредственно вашего руководителя, кому был адресован этот документ, и этот документ сразу же поступит тому, кого вы здесь указали, то есть ваши руководители. И непосредственно краткое содержание этого документа, о чем этот документ, и в принципе по регистрации входящих документов все. После того, как вы заполнили основные реквизиты этой карточки, вы нажимаете на кнопку «Регистрировать», и этот документ уже непосредственно вот под этим регистрационным номером, у вас, конечно, свой, будет сохранен в самой единой системе электронного документооборота и непосредственно будет находиться только в вашей картотеке, в картотеке вашей организации. Далее, если вы непосредственно регистрируете какой-либо документ,
исходящих хотите зарегистрировать, у вас будет доступна регистрация исходящих двух документов. При нажатии непосредственно на регистрацию исходящих документов, при выборе группы документов исходящих, у вас откроется окно регистрации исходящих документов, где здесь вы указываете, непосредственно прикрепляете сам файл из вашего рабочего стола, указываете, кто у вас подписал этот документ в вашей организации, кто является исполнителем этого документа и непосредственно краткое содержание этого документа. Если вам непосредственно нужно направить этот документ в ту или иную организацию после регистрации, это происходит путем добавления адресата. Если вы направляете той организации, которая находится тоже в единой системе электронного документа оборота, это происходит путем нажатия на кнопку «Добавить внутреннего адресата». При нажатии на эту кнопку открывается список подразделений, справочник подразделений, где вы можете выбрать ту или иную организацию или того или иного сотрудника, которому хотите направить тот или иной документ. Если вам нужно направить в тот или иной исполнительный орган государственной власти, вы просто можете перейти в вкладку ИОГВ, где здесь непосредственно есть все органы государственной власти, и выбрав ту или иную организацию, направить ей на вот этот документ по этой системе. При выборе той или иной организации здесь автоматически проставляется время и дата отправки этого документа, и после регистрации непосредственно вот этого исходящего документа, этот документ поступит в эту организацию, и они уже непосредственно начнут с ним отрабатывать. Если вы знаете, что эта организация работает в единой системе электронного документа оборота, но здесь в справочнике ее нет, то вы можете из справочника подразделений найти эту организацию и непосредственно отправить этой организации тот или иной документ, найдя ее из справочника подразделений. Далее, если вы регистрируете тот документ и хотите направить ту организацию, которая не работает в единой системе электронного документа оборота, то это происходит путем добавления адресата организации, и здесь вы выбираете ту организацию, которой вы хотите направить этот документ. Но отправить по этой системе будет невозможно, так как они в этой системе не работают, и пока настройка по электронной почте еще в этой системе недоступна, то вы этот документ регистрируете в этой системе, чтобы он у вас был, а непосредственно сам документ уже, как обычно, отправляете по электронной почте или по чему вы отправляете, я не знаю. После того, как вы указали всех адресатов, вы зарегистрируете этот документ, и он уже непосредственно будет храниться в самой системе, в этой системе, где вы непосредственно этот документ потом можете найти по поиску. Далее, в документах на исполнение также есть возможность, давайте лучше документ, где побольше документов. Сейчас, минуточку. Также в документах на исполнение можно настраивать отображение документов, как они будут у вас в вашем документе отображаться, по какому реквизиту, либо по дате поручения, либо по дате регистрации, здесь как вам удобнее. Это происходит путем нажатия на кнопку «Настроить вид». При нажатии на эту кнопку откроется непосредственно окно добавления реквизитов, где здесь вы можете указать число отображения документов на одной странице, отсортировать, как вам удобно, по убыванию или по возрастанию, и по тем критериям, которые здесь указаны. В основном это настраивается непосредственно по
регистрационному номеру, чтобы свежие документы, которые вам поступили на данный момент, были наверху, а старые внизу. Это удобно и, в принципе, каждый может так себе настроить. Далее, после нажатия на кнопку «Сохранить», это непосредственно сохранится, и в папке вашего кабинета вам не придется постоянно это перенастраивать. При поиске документов непосредственно настройка вида производится отдельно. То есть там происходит также отдельно, то есть в кабинете вы настраиваете один раз, а при поиске настраиваете тоже уже второй раз. Как вам удобнее и как вам будет удобно. Далее. Также у вас, у каждого сотрудника доступны свои личные папки. То есть тот документ, который поступил к вам на исполнение, вы можете непосредственно добавить свою личную папку. Как это происходит? Вы выделяете тот документ, который хотите добавить в свою личную папку, и нажимаете кнопку «Добавить документ в личную папку». Здесь открывается окно личных папок, где здесь и все ваши личные папки, которые вы создали. Если ее нет, вы можете добавить личную папку, назвав ее как вам угодно. И при создании непосредственно своей личной папки она у вас здесь появится, и при выборе этой папки этот документ пойдет в эту папку. Далее вы можете просто перейти в свои личные папки, и в этой папке вы увидите тот документ, который вы непосредственно сюда добавили, и можете к нему в любой момент вернуться, посмотреть, если вы его не отработали. Это делается для того, чтобы вам не пришлось искать среди всех ваших документов тот или иной документ, чтобы его быстро можно было найти. Далее. Как происходит непосредственно поиск документов? Поиск документов происходит непосредственно по тем поисковым запросам, которые здесь указаны. Искать можно как исходящие документы, как входящие и остальные группы документов. Если вы хотите, например, найти тот или иной документ, который поступил к вам от той или иной организации, которая находится в единой системе электронного документа оборота, вы ищете путем РК исходящих документов. Так как этот документ поступил к вам как исходящий, то и по поиску вы ищете его, конечно же, как исходящий. Чтобы найти тот или иной документ, который поступил от той или иной организации, вы указываете период, то есть дату регистрации, с какой даты вы хотите найти эти документы, и где непосредственно исполнитель, исходящий внутренний, здесь вы указываете непосредственно ту организацию, от которой вы хотите найти, поступали ли вам документы или нет. При выборе той или иной организации, при нажатии на кнопку «Найти», он вам найдет те или иные документы, которые поступили от той организации. Ну, к примеру, я продемонстрирую. И вот здесь будет показываться те документы, которые вам поступили от Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к вам, в вашу организацию. Так как у меня все права, у меня показывает все группы документов, которые поступали. Также непосредственно можно искать и входящие документы по группе документов, по регистрационному номеру или по краткому содержанию этого документа. В принципе, вводя тот или иной критерий поиска, вы можете здесь найти тот или иной документ. Также можно создать непосредственно свой поисковый запрос при нажатии на кнопку «Новый запрос» и создать поисковый запрос для поиска проектов, либо для поиска документов, и выбрать те реквизиты, по которым вы хотите искать тот или иной документ. И при сохранении этого запроса он у вас появится в конце всех сохраненных запросов, и по нему вы можете искать непосредственно свои документы, которые вы направляли в ту или иную организацию, или которые поступили к вам в организацию от того или иного органа государственной власти. Также непосредственно здесь можно искать поручения,
которые были отписаны именно вам. Как ищется поручения, которые были отписаны именно вам? Здесь вы открываете окно, открываете запрос «Поиск поручений», указываете, кто является исполнителем этого документа, то есть текущий пользователь, то есть вы. Указываете плановую дату поручения, если вы знаете. Если вы не знаете, то просто ставите «не пусто». И указываете дату отчета, когда вы должны вести отчет по этому документу. Ну, скажем, вы хотите найти все документы, отчет по которым вы должны исполнить в течение 10 дней. То есть вы ставите дату отчета сегодня плюс 1 дней, и здесь указываете 10 дней. То есть он вам выведет те документы, которые вы должны исполнить с 8 по 5 число, и вы эти документы будете видеть, и по ним уже ориентироваться, по каким нужно срочно отчитаться, по каким нет. Также это все можно будет искать. Также в системе доступен поиск по регистрационному номеру и дате. То есть, если вы знаете дату регистрации этого документа, вы можете найти его по дате регистрации. Либо, если вы знаете номер документа регистрационный, то вы можете найти непосредственно регистрационный номер этого документа. Также это все здесь доступно. И, в принципе, все документы, которые находятся, которые поступили на вам, вы можете найти. Те документы, которые поступают непосредственно в вашу организацию, видят все сотрудники, которые имеют доступ к вашей картотеке. Если непосредственно какая-либо другая организация захочет найти ваши документы, она их не сможет найти, так как у них непосредственно доступ только к своей картотеке. То есть получается, что каждый сотрудник вашей организации, кто работает в единой системе электронного документа, он может найти любой документ, который был направлен на имя вашей организации. Далее. Также непосредственно в самой единой системе электронного документа оборота доступна настройка списков вашего пользователя. То есть вы можете сами себе настроить список, как вам удобно. Если вы направляете документы, отправляете постоянно в ту или иную организацию, вы непосредственно можете настроить свой список. Как происходит непосредственно настройка списков и их редактирование? В правом верхнем углу есть непосредственно сами настройки самой единой системы электронного документа оборота. Перейдя во вкладку «Списки», откроется окно непосредственно добавления списков, где здесь указывается непосредственно где здесь непосредственно указывается извините, неправильно сказал, открывается окно добавления списков, где здесь показаны те списки, которые находятся у вас в вашей учетной записи. Вы можете также отредактировать списки, выбрав тот или иной список, который вы хотите отредактировать, нажав на кнопку «Редактировать», и при нажатии на кнопку «Добавить список», добавить из справочника, вы можете добавить ту или иную организацию. Если вы хотите создать новый список, вы просто нажимаете на кнопку «Добавить список», называете список как вам угодно. Сейчас, минуточку. Назвали список, как вы хотите, и непосредственно из справочника подразделений вы добавляете ту или иную организацию, и после выбора этой организации, после сохранения вот этого вот списка, он у вас появится. Также его можно переместить в начало списка, чтобы он у вас вверху был. После того, как вы будете направлять по адресатам тот или иной документ, то вот этот список, который вы создали, он также будет отображаться, и вы можете непосредственно выбрать того сотрудника из той организации, который вы направили. Если вам непосредственно этот список не нужен, вы просто его можете выбрать и удалить из вашего пользователя, и его не будет. И этого списка у вас уже здесь не будет.
Также в самих настройках доступна вкладка «Смена пароля», то есть вы можете непосредственно сменить пароль, если вы забыли, но если вы не можете, если вы пытались войти в систему и у вас было более 12 неудачных попыток в систему, то у вас автоматически учетная запись блокируется, вы непосредственно звоните нам в организацию, и мы вам, вашего пользователя, разблокируем и непосредственно сбрасываем пароль на новый пароль, после чего, зайдя еще раз в эту систему, вы меняете свой пароль на новый и уже используете тот пароль, непосредственно который вы будете использовать. Как связаться с нами? Если непосредственно у вас есть IP-телефония, то вы можете связаться по IP-телефонии. Если у вас есть рабочий телефон, вы можете связаться по номеру 31 88 68. Это наш рабочий телефон, наша организация инфосистемы КС. И нажать добавочный номер 2. Добавочный номер 2 – это номер нашей техподдержки, где в техподдержке работает 3 сотрудника. Кто из нас будет свободен, тот поднимет трубку и проконсультирует вас по тому или иному вопросу. И непосредственно, если у вас заблокируется учетная запись, мы тоже можем непосредственно вам этот пароль сбросить. Также в самой единой системе электронного документа оборота доступна настройка тех или иных фильтров. То есть здесь вы можете настроить отображение тех папок, которые вы хотите, чтобы у вас отображались на главной странице. То есть, если вам не нужны те или иные папки, скажем, на подпись, на визирование, вы можете просто галочки убрать и после сохранения непосредственно вот этой вот настройки главной страницы, у вас здесь уже непосредственно те папки, которые вы убрали, они здесь отображаться не будут. И, в принципе, вам, если они не нужны, вы можете их просто убрать. Также здесь в самой единой системе электронного документа оборота есть непосредственно, ссылка на инструкции. Зайдя непосредственно на сам сайт support.saha.gov.ru, здесь есть вкладка «Единая система электронного документа оборота», где здесь есть все инструкции по обучению единой системы электронного документа оборота. Так как вы непосредственно работаете по тонкому клиенту, то есть через веб-приложение, то вы смотрите обучающие материалы по тонкому клиенту. То есть вот открываете эту вкладку, и здесь все инструкции по поиску документов, по регистрации, даже есть презентация, ее можно тоже, в принципе, просмотреть. И все это тоже тут будет видно. Ну вот, здесь есть основные инструкции, то есть запись видео, которое вы тоже можете просмотреть, и также инструкции, которые вам нужны, они здесь тоже на этом сайте все есть. Вы можете зайти и посмотреть, если вам нужно. А также вы можете звонить нам по тому номеру, который я вам указал. Так. Повторите телефон, пожалуйста. Телефон рабочий 31 88 68 и добавочный 2. Добавочный 2 – это номер техподдержки, где в техподдержке сидят 3 сотрудника. Непосредственно, если вы позвоните по этому номеру, то тот, кто будет свободен, он поднимет трубку и вас проконсультирует по тому или иному вопросу. Ну, по самой вот единой системе электронного документа оборота у меня все. Если сейчас у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Сейчас я по всем пущу это список, в котором просто нужно будет расписаться о том, что прошли краткое обучение. И, в принципе, сейчас вы можете задавать те вопросы, которые у вас есть. Список один, поэтому немножко придется подождать.